Доброе утро, любимая Осетия! Доброе утро, дорогие друзья! Надеемся, что вы уже проснулись, настроились на новый день и готовы провести это утро вместе с нами. Сегодня мы предлагаем вам поговорить на тему, которая наверняка знакома многим и вызывает немало споров, обсуждений и даже шуток. Женщины за рулем. Факты и мифы. Кто-то считает, что это особый талант, кто-то, что настоящий квест, а кто-то уверен, главное, чтобы водитель был внимательным и ответственным, независимо от пола. Вот сегодня мы как раз попробуем разобраться в этой теме, разберемся, где правда, где стереотипы, действительно ли женщины водят осторожнее мужчин, кто лучше ориентируется на дороге и правда ли, что существует разница в стиле вождения между представителями сильного и прекрасного пола. Мы обсудим интересные факты, разберем самые популярные мифы и, конечно, поделимся историями, которые знакомы каждому, кто хоть раз садился за руль. Так что устраивайтесь поудобнее, берите чашку ароматного чая или кофе и начинайте этот день вместе с нами легко, непринужденно и с хорошим настроением. Кристина, мне кажется, среди автолюбителей есть особая категория людей, те, для кого машина давно перестала быть просто средством добраться из точки А в пункт Б. Полностью согласна. Для многих машина – это настоящий член семьи. Кто-то может часами обсуждать марки и модели, следит за новинками, замечает каждую царапину на кузове. И, конечно, у каждого автолюбителя есть свое мнение о том, как нужно водить, какой автомобиль лучше, кто вообще считается хорошим водителем. Особенно, когда речь заходит о женщинах за рулем. Где здесь реальные факты, а где мифы? Сегодня как раз и попробуем разобраться. И сделать это нам поможет настоящий эксперт автодела, который делится своей страстью к машинам в социальных сетях. Автоблогер Алина Тидеева. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, с чего началась ваша любовь к автомобилям? Наверное, с моего папы, потому что он работал автомехаником. И после школы я постоянно бегала к нему, сидела с ним, смотрела, как он там чинит машины. Как-то само собой завязалось, что вот мне понравилась эта тематика. Во сколько лет вы научились водить? 4 года назад. Так Нет, получается, там вам больше. сейчас сколько лет? 27 лет. Угу. Ну, в осознанном возрасте. В осознанном возрасте, но интересно, что любовь к машинам началась с того, Да. что их разбирали, перебирали, а не со скорости и какого-то комфорта, который от машины можно получить. Кстати, да. Чинить, кстати, сама люблю тоже машину. О, чинить тоже можно. Не просто масло поменять. А говорят, что девушки в этом не разбираются. Как вы вообще относитесь к этому стереотипу? Я вообще-то отношусь к этому нормально. Людям просто непривычно же то, что девушка там сама чинит машину или, в принципе, даже многие против того, чтобы девушка водила. Для меня это нормально и, не знаю, может, люди привыкнут со временем. Я когда еду в такси, у меня одна и та же история повторяется каждый день. Я еду, и когда водитель попадает в какую-то некомфортную ситуацию, он всегда говорит: ох, там, наверное, девушка за рулем. И я ему всегда говорю: да. Вы тоже так говорите? Да. Никакой Некоторые солидарности? есть такие девочки, они от волнения, Теряются. есть же такие, которые, да, водят вроде бы нормально, но вот от волнения они теряются и могут совершать ошибки, поэтому мне это тоже знакомо. Ну вот в моем детстве, когда мы с отцом приезжали из Салакира в город, мы смотрели, и если мы видели женщину за рулем, мы такие: о, женщина за рулем. Сейчас 50% это вот ровная половина водителей женщины. Кто лучше водит? Мужчины или женщины? Поравнялись ли мы в навыках? Я думаю, что поравнялись все-таки. То есть тут и мужчины есть, которые плохо водят, также и женщины есть. Поэтому я думаю, что поровну все. Вообще есть автомат-коробка, есть механика. Это Да. я знаю, как автолюбитель. Вот. И мне кажется, большинство мужчин вот хорошо владеют механикой. А мы, Мне кажется, девушки- мужчине даже скучно водить автомат. Кстати, Вот если ты вот Кстати, это я все... тут поспорю в плане Да? того, что есть такие девочки, которые на механике ездят лучше, чем пацаны. да. А с чем Есть это и такое. интересно связано? Вот вы А как вот считаете? я не знаю, может, с характером. Вот какой ваш характер? Я очень вообще-то вспыльчивый человек, но, кстати говоря, когда я научилась водить, я ездила первое время на механике. Но потом, когда я пересела за автомат-коробку, я поняла, что мне так удобней. Но это легче на самом деле. Вот сейчас, например, на механике мне ездить сложнее. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, я отвыкла. Не знаю, но не хочу на механике ездить.
только Потому что автомат вот коробка. у нас по городу сколько светофоров, на каждом светофоре останавливаться, за каждым притормаживать, заново заводиться. Для меня самое страшное – это трогаться с места. Да, Да. это есть у меня Каждый тоже. раз Но это панические дело атаки. привычки. Я думаю, если чуть-чуть поездить, ну, можно привыкнуть к этому. Как вы думаете, вы могли бы опровергнуть вот этот стереотип женщины за рулем и продемонстрировать уверенную езду наравне с многими мужчинами? И, может быть, у вас есть история из жизни, когда вот вы сталкивались с таким легким пренебрежением, а потом получали такие восхищенные взгляды? Было такое, и могу с уверенностью сказать, что я могу ездить наравне с мужчинами. То есть я вообще никогда так не говорила, но в последнее время я наблюдаю, что, я же говорю, мужчины тоже не очень. Есть такие, которые тоже не умеют особо водить, не соблюдают ПДД. Расскажите какую-нибудь ситуацию, вот мне интересно, если была ли такая, что вы столкнулись с притеснением. Вот можете рассказать какую-нибудь такую ситуацию? У меня были ситуации, когда там чуть ли не до драки доходило. Это моя дорога, я ничего не нарушила, никому не создала помеху. И было такое, что все равно водители ругались на меня. То есть рядом проезжающая машина, вот из-за того, что я девочка, ну, люди думают, что девочки же не все знают и не понимают якобы. И если ей сделать какое-то замечание, девочка растеряется и как бы, ну, поверит в то, что она виновата. А со мной такого быть не может. Потому что я могу спорить, и я могу доказать то, что я права. В конце он еще извинится и скажет: хатер. Да. Все, я уехала. Такое тоже было, Так, извинялись. мы уже много говорим о мужчинах, давайте поговорим о девушках. Мы знаем, что вы организовывали автосходку. Да. Но на этой автосходке могли присутствовать только девушки, правильно ли я понимаю? Вообще, да, я даже в афишах указывала, то, что это женская автосходка, но так как это первое такое событие, то есть такого еще никто у нас в республике не делал, то есть парням это тоже интересно, и, конечно же, они приезжали там посмотреть, кто-то даже поучаствовал. Ну, то есть я вообще не против этого, но я не могу людям тоже запретить. Я не могу сказать, там, не приезжайте или еще что-то, потому что бывают сходки у парней также. Там и девочки присутствуют. То есть и никто никогда не говорил девочкам, то есть зачем вы сюда приехали или вам тут не место. Как вообще появилась идея организовать такую сходку? Вообще очень случайно, потому что, в принципе, я себя давно позиционирую как автоблогер, и мне нравится постоянно снимать там машины, там дрифт или еще что-то. Я это снимала, выкладывала. Тут уже я понимаю, что нужно делать что-то такое, что еще никто не делал. И года 2, наверное, я думала, что же мне такого снимать там для своего блога. Очень случайно пришла идея просто позвать только девочек. Я выложила афишу, и я еще сижу и думаю, блин, хоть бы хотя бы 10 девочек приехали. Просто машины поснимать, то есть не более того. И тут как-то само собой у меня получилось сделать афишу, и тут я смотрю, как все это разлетелось, сколько желающих. То есть, ну, я была очень приятно удивлена этому. И тут уже пошло-поехало. То есть ожидания не просто оправдались, а превзошли себя. Да, я же говорю, я очень сильно удивилась, особенно мне еще писали девочки из соседних регионов. Я вообще была в шоке, ну, я же говорю, я не думала, что все так будет, и мне это очень сильно нравится. Опишите атмосферу, которая царила на этой автосходке. Что происходило, о чем говорили девочки, какое настроение было между ними, взаимодействие. Честно, там было столько девочек, я еле успевала просто там подойти, тут подойти, там познакомиться, пообщаться. Атмосфера была вообще очень дружелюбная, то есть спокойная, без каких-либо конфликтов, проблем. Ну, и всем понравилось, в принципе. Я вот этого и ожидала. Как часто планируются такие сходки и вообще проходят мероприятия? Ну, поскольку это только началось, ну и, в принципе, с учетом того, что уже, можно сказать, половина лета прошло, я планирую делать это чаще, ну, чтобы успеть, потому что все-таки погода – это тоже очень важно. В пятницу у нас была 2-я автосходка, и следующую планируем, может быть, недели через 2. Вот мы с Кристиной мечтаем водить, мы просто мечтаем, но никаких действий не предпринимаем. Какой автомобиль подойдет для нас, как для начинающих? Честно сказать, может быть, звучит банально, но какая-нибудь старенькая 6-ка, 7-ка. Чупырка. Да, либо так, на механике обязательно, потому что все-таки учить, даже если в дальнейшем вы не планируете ездить на механике, то есть учиться я советую все-таки на ней. Вот так мне Так говорил мой легче папа. прочувствовать машину.
Когда я приходила в автошколу, и вот был этот выбор между механикой и автоматом, я сразу, нет, автомат. Папа говорит, нет, ты должна узнать. Я говорю, зачем Если страдать? зомби-апокалипсис, Вот, да, села и поехала. То же самое, говорит, ты должна все сначала обучиться всему самому сложному, потом только легкому. Я говорю, пап, ну как, ну зачем мне мучиться? Почему в этом мире нельзя просто сделать что-то Нельзя. легко и не мучиться? Забудь. И вот он мне тоже так объяснял, ты должна знать машину изнутри, прочувствовать ее, вот как в этих фильмах бывает. Да, он очень правильно говорит, аж я сама это прошла, как бы, и лучше будет так водить. Кажется, мы до первого светофора не А вот доедем. у меня, кстати, есть одна знакомая, которая водила какое-то время, потом у нее случилась неприятность на дороге, и вот ей как отрезало. Она больше не хочет ни за что садиться за руль. Что вы можете ей посоветовать сейчас у нас в эфире? Наверное, если она так чувствует, то ей лучше пока не водить, потому что это может привлечь нежелательные последствия, поэтому лучше пока не водить все-таки. Я хотела как лучше. Ну да, подруге лучше не водить, а нам с тобой лучше научиться Пошли в как можно автошколу, ну быстрее. пошли уже. Я уже ее закончила. Я все время забываю. Я умею водить. Я Я тоже умею водить, но пока что машины нет. И как бы мы каждый эфир об этом говорим. У нас Да. каждый эфир начинается с того, что мы хотим себе купить машину, загадываем желания, исполняем их. Вот, Не и теперь- исполняем. Ну, Надо не исполняем, загадывать жалуемся. желания, надо вот просто говорить себе, что она у меня уже есть. Вот и все. Надо себе это внушать. То есть самовнушение то, очень влияет на все. Спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли. Вы вдохновили нас на покупку машины еще раз. Думаю, когда-нибудь мы уже с Мадиной уже это Окончательно реализуем. вдохновимся. Да, спасибо большое. Вам спасибо большое. Кристина, мы сегодня говорим о женщинах за рулем и уже успели разобраться, что уверенность на дороге приходит с опытом. А ведь примерно то же самое можно сказать и про кухню. Здесь тоже главное не бояться попробовать, знать несколько простых секретов и, конечно, получать удовольствие от процесса. Прямо как в нашей кулинарной рубрике. Смотрим. Итак, друзья, всем доброе утро! Если вы еще не кушали, тогда наша рубрика специально для вас, и это «Завтрак с шефом». И мы ее ведущие, профессиональный шеф-повар Суслан Баев. Евгений Газанов. И сегодня мы будем готовить вкусные, сочные, аппетитные... И нежнейшие сырники с клубникой и клубничным джемом. Как это вкусно звучит? Начинаем! Для того, чтобы приготовить сырники, нам нужно отжать творог от лишней влаги. Пожалуйста. Отжимаем и творог для того, чтобы получить более сухую структуру. Это позволит нам сохранить форму при жарке или запекании. Наш творог практически готов, но именно на этом моменте можно допустить ошибки. Многие хозяйки сразу начинают формовать сырники, но чтобы творог был упругим и держал форму, более послушным стал, нужно протереть его через сито. Поэтому, Суслан, прошу. После того, как мы протерли наш творог, нам нужно добавить следующие ингредиенты. Это сахар и манная крупа. Пожалуйста, Евгений. Мы добавляем манную крупу вместо яиц, так как она обеспечивает более рассыпчатую текстуру и хрустящую поверхность. А также мы добавляем ванилин для более яркого вкуса. Итак, мы все перемешали. Теперь нужно убрать нашу творожную массу в холодильник на 15-20 минут, чтобы она поднялась и наша манка разбухла. Наша масса готова. Начинаем скатывать шарики весом от 60 до 70 грамм.
Почему же все-таки называется сырники, а не творожники? Изначально есть такая версия, еще в Древней Руси весь творог назывался сыром. Вторая версия, в 18 веке творог готовили без термической обработки, то есть сырой. От этого и пошел корень сыр. Все, приступаем к жарке. Ну да. Поехали! А пока наши сырники жарятся, мы приготовим клубничный крем на основе греческого йогурта, творожного сыра и джема из клубники, а также лимонной цедры. О, смотри, какой румяный получился. Итак, друзья, наши сырники готовы. Вот такие вкусные, красивые, сочные, аппетитные. А если вы хотите приготовить такие же сырники, вы можете это сделать по вот такому рецепту. И помните, как начнется ваш завтрак, так и пройдет ваш день. Ну что, дегустируем? Это очень вкусно. Кристина, вот мне кажется, что многие девушки, которые только собираются сесть за руль, в первую очередь боятся того, что могут растеряться в самый ответственный момент. Абсолютно согласна. Ведь одно дело знать правила дорожного движения, и совсем другое – уверенно чувствовать себя за рулем, правильно оценивать ситуацию на дороге и не паниковать. А уверенность, как известно, приходит с практикой и хорошим наставником. У нас как раз есть такой на примете. Мы отправляемся на выезд с настоящим автоинструктором, который прямо на практике покажет нам, как правильно вести себя за рулем. Доброе утро! Здравствуйте. Расскажите нам, сколько лет вы уже работаете автоинструктором? 23 года. Вот на этой же машинке. 23 года на «Волге». Да. Это невероятно. За 23 года как часто к вам приходят девушки, женщины обучаться этому искусству? Я вам скажу, в основном женского пола больше. Больше. Больше, да. Ребят тоже бывает, но где-то процентов 30 из 100 ребята. Остальные все женщины, девушки молодые. Это говорит о том, что мы приходим специально учиться, о том, что нам нужно всему научиться. Мы не хотим дебоширить по дорогам и соблюдать правила, правильно? Естественно. Как обучаются девушки? Вот есть ли у них какие-то свои особенности при обучении? Есть очень даже особенные. По сравнению с ребятами есть у них. Потому что девочки более-менее трусливые, скажу прямо. Мы. Они поаккуратнее, все делают аккуратно. Им вот озвучиваешь, они каждое слово внимательно слушают и делают так, как им озвучиваешь. А ребята, нет, они чуть живее, потому что, естественно, ребята не боятся. Так, давайте поговорим про вашу ласточку, про «Волгу». Вы обучаете на «Волге». Да. В этом ваша уникальность. Вы в городе единственная, кто обучает на «Волге»? На «Волге», да. Я изначально, когда начала работать, начала на ней работать. Как бы поначалу стеснялась, что это «Волга», не женская машина. А потом все приходят ко мне, ученики, и говорят, мне дома сказали, там, папа, брат, муж, если ты научишься на «Волге», то ты водитель. Бывают ли необучаемые? Нет, это однозначно, необучаемых нет, потому что кому-то чуть-чуть больше, кому-то меньше. Но необучаемых нет. В любом возрасте. Я научила женщину 73 года.
Она 3 не года. рассказала, зачем ей этот навык понадобился в 73 Нет, ну когда приходят, я лишние вопросы не задаю. Раз вы пришли, значит вам надо. А что объясняют на первом уроке? Вот у меня На первый первом, вот вы садитесь, и я озвучиваю. Прежде чем завести машину, изначально вы должны подвинуть кресло. Это самое главное, чтобы вы себя чувствовали хорошо, комфортно. Так, второе. Надо проверить, машина на скорости или нет. Потом смотрим, настраиваем зеркала, потом смотрим боковое зеркало. Это самое главное. Сбоку едет ли кто-нибудь или нет. И так далее объясняем, как выезжать правильно. Смотрите, а вот мы живем на Северном Кавказе. У нас достаточно патриархальное общество. Мужчины главные. Мужчины за естественно. рулем. Это как бы у нас так принято. А как вы вообще реагируете на фразы мужчин о том, что женщина не должна водить, это не женское дело, женщины плохо водят, и любая авария, в любой аварии виновата женщина. Вот как вы к этому? Вы знаете, это раньше было. Я уже, еще раз говорю, уже 23 года я работаю, я вам говорю, да, изначально были такие слова. А сейчас уже нет, потому что мужчина как лидер дома, он уходит рано утром на работу и бывает на работе. А хозяйке надо отвезти детей к бабуле, к дедуле или в школу, на кружки. Вы знаете, сейчас у нас кружков много. Конечно. И вот, чтобы им было легче и по времени, и везде, поэтому уже садятся. Уже мужья сами присылают. Иди научись И не мучай меня. и не дергайте меня. Все, до свидания. Облегчили Да, задачу. да. Проезжают мимо меня и говорят, спасибо вам большое, вы меня так выручили. Освободили. Так, ну пока мне не поздно, мне всего лишь 20 лет. Нет, вам не поздно. Если Венера научилась, В 73 года, то мне точно Да. не поздно. но сейчас на данный момент у меня одна женщина есть, ей 57 лет. Тоже вот сейчас она в группе, она с утра бывает, Ага, Да. и обучается. обучается, Чтобы в конечно. маршрутках место не занимать, не мучать студентов, садимся на свою машину и уезжаем, правильно? Ну и обязательно к вам на уроки по Да. вождению. Когда мимо маршруток проезжаю, ну, как бы в шутку, они мне вот так делают. Ты наших клиентов отбираешь. Правильно, конечно. Так, ну давайте тогда, я уже столько всего услышала, мне безумно интересно сесть за руль, но за рулем у нас сидит Мадина, но я хотя бы посмотрю со стороны, как Хорошо. проходит процесс обучения. Пожалуйста. Поехали? Чуть-чуть газу больше, сцепление меньше. Газу больше, да. Газу больше. Все, забудь за газ, отпускай сцепление медленно. Девочки, все готовы? Да. Все пристегнитесь. Мы выезжаем. Я тут поеду. Да. Плечи зажимай, обязательно проедешь. Переходи сюда направо. Ой-ой. Давайте представим, что у меня сегодня экзамен. На каждом перекрестке надо ногу прикладывать на тормоз. Вот я была на тормозе, я хочу перестроиться. Я включаю поворотник, Смотришь боковое зеркало да, никого и нет. скромно перестраиваюсь. переходишь. 50 на 50 надо руль, чуть-чуть надо крутить, все. Вот здесь у тебя знак ограничения дороги 40. Все. Молодец. И ставишь 4-ю скорость. 4-ю? 3-ю уже обороты сбавились. Чуть-чуть вот так. Медленно едешь. До первого перекрестка у тебя 40. Можете мне, пожалуйста, то зеркало поправить? Мне в него плохо видно. Мадина, вот кнопочка. Зеркало. На 3-ю. Вперед, да. Вперед. Нет, уже вторая. Вперед, Мадина, вперед 3-ю. Уклон, все, у тебя красный. Я бы не сдала, да, вот сейчас? А у меня сейчас новый экзамен. Заново. Новый экзамен, новый поворот, новый экзамен. Так, первый я поставила. Нет, Там так, был пухай, вот так, мама вот хасай, так, там был там. пухай. Все, я на экзамене, девочки, все. Пожалуйста, не отвлекайте меня. Мы куда едем? Мы идем прямо пока. Надо было середину занять. 6 секунд можно уже поставить первую скорость. Стоит. Ну, 6 секунд. Вот, 6 секунд, и можно уже нажимать на газ. Медленно опускай сцепление. Вот так надо, именно вот так надо. Медленно. На вторую выжимай сцепление и вторую, да. Выключи. Машина ноет. Она не должна ныть. Если она ноет, Надо поставить скорость. надо переключить скорость. Если она ноет, то скорости переключаются наверх. А если она дребезжит, дергается, тогда вниз. Давайте я займу левую полосу. Вот сейчас включаешь поворотик направо, Направо? направо, и смотришь боковое зеркало, и медленно переходишь
с одной полосы на другую. Теперь выключаешь поворотник. Вот. А вот сейчас включаешь поворотник направо из-за того, что ты сворачиваешь. Боюсь по Барбашу поехать. Ну ладно. Нам поле не надо, нам насыщенное. Вы правы. Когда? Чтобы страх забрать. Страху надо в глаза смотреть. И медленно выезжаем. Да, молодец, пропустила пешеходку и медленно выезжаем. Пешеходку. Мы с Машенькой подружились. Ты слышишь машинку? Да, вот сейчас она не Ну, верещит. трудно на Волге? Нет, если честно, нет. Я Вот. ожидала, что будет тяжелее. Да, вот гораздо. поэтому я говорю, Волга – это вот то, что надо. Сейчас я буду... Если научишься на Волге, на другую сядешь легко и просто. Вы очень спокойно реагируете, когда что-то идет не так. Мне кажется, выдержка у инструктора – это что-то колоссальное, не побоюсь этого слова. Потому что вот за мной стоят машины, все водители нервничают, все хотят меня разорвать, Первую. а вы все так же сидите и улыбаетесь. Чуть газу больше. Вы знаете, я вам скажу по-честному, я абсолютно не нервная. Абсолютно не нервная. Зачем нервничать? Если ты сцепление, левую ногу, левую педаль сцепления резко отпускаешь, то она не успевает перерабатывать горючего. Привет, 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 привет. Я испугалась. Вот. Вот. И она захлебывается. То же самое, вот машинка не успевает перерабатывать горючего, и поэтому она захлебывается. Чуть-чуть ногу прикладывай на тормоз, отпускай, отпускай, пожалуйста, и медленно нажимай, чтобы грубого толчка не было. Ага. Например, как у маршрутчиков. Друзья, наше сегодняшнее утро подошло к концу. Надеемся, оно подарило вам хорошее настроение и заряд позитива на весь день. Пусть все, что вы задумали сегодня, обязательно получится. Ровных дорог, приятных встреч и как можно больше поводов для улыбок. Спасибо, что начали этот день вместе с нами. Для нас это всегда большая радость. Берегите себя, своих близких и не забывайте, что каждое утро – это отличная возможность начать что-то новое. До новых встреч! Уезжаешь, просто так вот, не прощаясь, оставляя мне на память боль. Где закаты ждут рассветы, пусть тебе поможет ветер, но мне досталась эта роль. Уезжаешь, обо мне не вспоминаешь, но я все равно тебя люблю. Только я прошу, запомни адрес почты электронной: Вера и Надежда .ру. Белые ночи, сердце забыть не хочет, грусть между строчек. Верю и жду. Белые ночи, знай, что люблю и очень. Верю и жду, верю и жду. Уезжаешь, словно белый снег растаешь. По весне тебя мне не найти. Пусть пройдут дожди и грозы, скроют крик и спрячут слезы. Если уж решил, то уходи. Уезжаешь,
мечты.